Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Я беру свою фотокамеру и отправляюсь в долгие прогулки по полуострову для того, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому в эфире телеканала АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Прогулки по Крыму с Алексеем Гайворонским. Давайте вместе откроем эту землю. Качинская долина – это просто-таки неисчерпаемая сокровищница исторических памятников. Маршруты нашей передачи направлялись в нее уже трижды. И каждый раз здесь было на что посмотреть, каждый раз в ней обнаружилось что-нибудь интересное. И сегодня я приглашаю вас в очередное путешествие по этой удивительной местности. Мы направимся к загадочному средневековому поселению, которое называлось Качи-Кальон. Оно расположено у подножия высокой продолговатой горы, чьи отвесные обрывы и острые уступы поднимаются над ущельями и холмами, словно нос гигантского корабля над волнами. Сходство с огромным судном усиливается и ровными рядами пещер, что протянулись по скале, словно иллюминаторы по борту океанского лайнера. Сходство этой горы с кораблем было замечено давно, еще в работах ученых XIX века, пытавшихся выяснить, что же означает название Качи-Кальон. Первая часть этого названия со всей очевидностью значит «качинский», то есть «стоящий у реки Кача», а вот слово «кальон» в языках народов Крыма отсутствует. Исследователи предположили, что это, возможно, было измененное на греческий лад слово «галеон». Так в Западной Европе назывались большие парусные суда. Но сами греки, жившие в долине, слово «галеон» не знали и объясняли название по-своему. Кальоном, по их словам, якобы назывался некий языческий идол, которому тут поклонялись в старину. Проверить эту, очевидно, фантастическую версию нечем, и точное значение топонима Качи-Кальон по сей день остается загадкой. Эта загадка далеко не единственная из тех, которые ставит перед историками древний памятник. Несмотря на то, что Качи-Кальон расположен в легкодоступном месте, он до сих пор еще весьма слабо исследован археологами. Специалисты до сих пор обсуждают, чем же Качи-Кальон являлся изначально. То ли крепостью, то ли монастырем, то ли просто селением. Давайте же поднимемся на борт этого великанского каменного корабля и осмотрим его самостоятельно. Зима, безусловно, это не самая лучшая пора для путешествий в горы, однако и она имеет свои преимущества. Ведь в это время года пещеры, развалины и кладки древних стен не скрыты листвой и травой, и их можно внимательно рассмотреть. Поднимаясь от шоссе к обрыву, тропа проходит мимо нагромождения камней. Это следы камнепада. Но среди этих беспорядочных груд археологами были обнаружены и остатки каменных стен с входными воротами. Иными словами, здесь начиналась защищенная, огражденная территория. И первое, что встречали входящие в город, была греческая церковь. Этот крошечный храм целиком высечен в одной из обвалившихся каменных глыб. Над входом в него устроены желоба, чтобы дождевая вода не затекала внутрь помещения. Поблизости, в другом куске скалы, что остался от обвала, сооружено помещение с каменными скамьями у стен.
Возможно, это помещение имело какое-то отношение к храму, но в полу у него высечено приспособление для выжимки виноградного сока, так называемый тарапан, первый из тех многих, которые нам предстоит увидеть сегодня. Чуть далее, в скальном обрыве, зияют отверстия множества пещер. Их здесь более 50, и они расположены в 5 этажей. Когда-то эти пещеры соединялись с деревянными лестницами и настилами, для установки которых в скале вырублены пазы. Для чего же были устроены эти пещеры? Ответ на это может дать их внимательный осмотр. Практически в каждой из них можно обнаружить пресловутые тарапаны. Они очень разнообразны – большие и малые, целые и полуразрушенные. Каждый тарапан состоит из широкой площадки с бортиками, стока и ванночки. На площадку насыпали виноград, работники топтали его ногами, а стекающий сок собирали в кувшины, поставив их под сток, либо зачерпывая из ванночки. Однако на этом работа не заканчивалась, ведь в раздавленных ягодах оставалось еще довольно много сока. Тут на помощь приходил рычажный пресс. В стене возле многих тарапанов заметны отверстия. В них устанавливали деревянные рычаги, которыми давили на доски или на каменные плиты, а те выжимали из винограда последние капли драгоценного сока. В Качикальоне было обнаружено, по некоторым оценкам, до 120 тарапанов. Подсчитано, что в них могло одновременно перерабатываться около 250 тонн винограда. Качинская долина и в наши дни славится своим плодородием. Конечно, и в прошлом жители ближайших сел тоже вполне могли собирать здесь весьма достойные урожаи. Кое-где на Качикальоне среди зарослей до сих пор можно встретить слабые, тонкие виноградные лозы, одичавшие за 1000 лет потомки тех средневековых виноградников. Однако для чего же здешним жителям требовалось такое количество вина? Разумеется, не для пьянства. Ведь вино, приготовленное без сахара, выходило слабым, да и его было принято пить лишь втрое разбавив водой. Главной задачей древних виноделов было не приготовление зелья для пирушек, а длительная консервация винограда. Переработка ягод в вино помогала очень надолго сохранить урожай. Очевидно, что вино на Качикальоне готовили в основном для торговли. Тарапаны здесь начали строить примерно в VIII или в IX веке, то есть в эпоху хазарского каганата. И весьма вероятно, что Качикальон мог выгодно продавать свое вино и в хазарские степи, и в византийский Херсонес. Тропа продолжает виться под обрывом и выходит на скалистый уступ, откуда открывается прекрасный обзор на Качинскую долину. В прошлом этот наблюдательный пункт был неплохо защищен. Тут имеются остатки укрепленных стен и даже небольшой башни. Несомненно, у здешних складов и хранилищ товара должна была иметься некая охрана. На этом же уступе сохранилась и надгробная плита, возраст которой примерно 1000 лет. Здесь, на этой небольшой площади, было обнаружено 10 подобных захоронений. Древнее кладбище прилегает к груди камней, на одном из которых в нише высечен крест. Это остатки разрушенной часовни. Похоже, что тут, на мысу, со времен Средневековья располагался небольшой монастырь. Причиной разрушения часовни, как и многих пещерных сооружений древнего поселения, были горные обвалы, которые время от времени случались здесь. Если спуститься вниз, к самому подножию горы, то легко заметить, что горный склон сплошь усыпан лежащими в беспорядке камнями, глыбами и целыми отколовшимися скалами. В некоторых из них можно различить опрокинутые тарапаны, перевернутые пещеры, ведущие в никуда ступени. А некоторые скальные глыбы лежат здесь настолько давно, что люди успели высечь в них уже новые пещерные помещения. Эти разрушенные сооружения свидетельствуют, что такие обвалы имели место уже при жизни города, губя его обитателей, а также, вполне вероятно, и жителей поселка,
который располагался внизу под скалами на Косогоре. Греческое селение Кальон, окончательно опустевшее лишь в конце XVIII века, стояло на земляных террасах, устроенных на крутом склоне. Следы его жилищ теперь можно обнаружить лишь с помощью раскопок. Одним из немногих сооружений, напоминающих о стоявшем внизу поселении, остаются руины церкви. Ее алтарная ниша вырублена в скатившейся по склону глыбе, а остальная часть здания была сложена из камня. В российское время здесь был восстановлен монастырь, но он просуществовал недолго, будучи впоследствии закрыт большевиками. Отголоски этих давних природных катастроф, возможно, отразились в местных греческих легендах. Согласно одной из них, в пещерах Качи-Кальона когда-то завелись змеи и чудовища, которые доставляли множество страданий здешнему населению. Однажды они напали на молодую пастушку, и от ее жалобного крика скалы рухнули, похоронив под собою и чудовищ, и погубленную ими девушку. А когда люди подошли к каменному завалу, то увидели, что из-под камней, словно слезы, струится чистый родник. На Качи-Кальоне действительно есть источник воды. Он вытекает из огромного грота, высотою и шириною в 50 метров. Родник выбивается из-под толщи скал и наполняет высеченный в камне небольшой бассейн. Греки именовали этот источник в честь святой Анастасии, а крымские татары называли его Согук-Су. И те, и другие считали его воду целебной, в особенности для женщин, которым настало время родить. Внутри обширного грота устроено множество пещер. В нижнем этаже уже знакомые нам тарапаны, а в верхнем, вероятно, склады или комнаты для работников. В пещерах заметны пазы для деревянных балок и ямы для больших глиняных сосудов. Здесь, в Большом гроте, обычно и завершаются прогулки и экскурсии по Качи-Кальону. В прежние времена отсюда можно было пройти еще дальше, в соседний Малый грот, куда вела тропа, называвшаяся Кыл-Копыр, то есть волосяной мост. Она шла по длинному уступу, шириною около 40 сантиметров. По тропе можно было пройти, лишь вплотную прижимаясь к отвесной скале и стараясь не думать о пропасти под ногами. Недаром среди туристов существовало шуточное поверье, что пройти по волосяному мосту могут лишь люди с абсолютно чистой совестью. Сегодня провести себе такую проверку моральных качеств уже не получится. Тропа на середине пути обвалилась, осыпалась, и пройти по ней в Малый грот без специального альпинистского снаряжения уже невозможно, даже если твоя совесть чиста, словно родниковая капля. Так чем же все-таки был Качи-Кальон изначально? Селением, монастырем или укреплением? Правильный ответ и тем, и другим, и третьим одновременно. Это комплексный памятник, и на нем обнаружены развалины и поселка, и храмов, и укрепленных стен. Но самое главное, Качи-Кальон являлся крупным центром сельскохозяйственного производства. И здесь можно наблюдать одну очень интересную закономерность. Всего лишь в 4 километрах отсюда стоит другой пещерный город – Тепекермен. Ему была посвящена одна из наших прошлых передач, и, как вы помните, пещеры Тепекермена служили главным образом загонами для скота. При этом на Тепекермене до сих пор не найдено ни одного тарапана. Здесь же, на Качи-Кальоне, тарапанов порядка 100. А вот загоны у его подножия, наверное, можно пересчитать по пальцам. Складывается впечатление, что каждый из этих двух городов имел свое основное, так сказать, излюбленное занятие. На Качи-Кальоне – виноградарство, на Тепекермене – животноводство. А ведь неподалеку существовал еще и город хлеборобов, который мы с вами непременно посетим.
Из таких деталей постепенно и складывается представление о том, как жили люди в горном Крыму за 1000 лет до нас. Как неудивительно прозвучит, но пустые пещеры и безмолвные скалы способны рассказать о тех далеких временах весьма многое.